Предлагаем вашему вниманию обзор экономических, спортивных событий, чрезвычайных происшествий и новостей экономики. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И начнем с актуального курса валют. По информации Центробанка России, 1 доллар сегодня стоит 77 рублей и 17 копеек. Евро 91 рубль и 78 копеек. Покупает и продает американскую валюту сегодня по наилучшей цене Россельхозбанк. Покупает за 77 рублей и 9 копеек, а продает за 77 рублей и 65 копеек. Евро покупает по лучшей цене сегодня тот же Россельхозбанк за 91 рубль и 75 копеек, а продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 92 рубля и 42 копейки. Число IT-компаний в Якутии с 2010 года выросло в 9 раз. Якутия входит в топ-10 регионов России по экспорту IT-услуг и обеспечивает 85% экспорта Дальнего Востока. С подробностями к нам подключается Нургуяна Иванова. Нургуяна, добрый день. Расскажи, чем обусловлен такой рост и сколько сейчас всего у нас IT-компаний? Сергей, я тебя приветствую. Такой рывок удался благодаря комплексной поддержке инноваций и реализованным инициативам. В частности, в регионе провели высокоскоростной интернет, в том числе в арктических районах. В Якутии создана полноценная экосистема поддержки стартапов на всех стадиях. И также был запущен акселератор B8, который помогает стартапам и предоставляет первичные инвестиции. Сегодня в регионе зарегистрированы 324 IT-компании, общая выручка которых за прошлый год превысила 2 миллиарда рублей. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Министерству финансов России поручено в недельный срок определиться с объемом бюджетной поддержки деятельности единой дальневосточной авиакомпании, чтобы максимально быстро начать полеты по новым социально значимым маршрутам внутри региона. Такое поручение дал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вместе с тем, дальневосточные регионы совместно с авиакомпанией «Аврора» должны будут подготовить предложение по разработке программ по обеспечению авиационной транспортной доступности. В продолжении темы Минтранс России, Росавиация, Минфин России представят предложение по обнулению аэропортовых сборов, взимаемых с федеральных казенных предприятий аэропорты Севера, аэропорты Дальнего Востока, аэропорты Чукотки и аэропорты Камчатки для снижения размера экономически обоснованных тарифов единой дальневосточной авиакомпании для регулярных пассажирских перевозок на местных воздушных линиях. Главе Якутии и губернаторам Камчатки, Чукотки и Хабаровского края поручено ускорить завершение необходимых корпоративно-правовых процедур по передаче 25% плюс одного пакета акций региональных авиакомпаний в управление авиакомпании «Аврора». Компания «ЕТЭК» впервые с 2015 года произвела бурение скважины на Талонском месторождении. Разработка поисковой скважины номер 19 Талонского лицензионного участка, расположенной в 3 километрах от поселка Тымпы, необходима для изучения строения недр и оценки перспектив газоносности. На начало лета запланирован отбор более 600 метров керна. Данные послужат основой для уточнения запасов, в том числе для перевода их в промышленную категорию. Работы проводятся в рамках кампании по наращиванию разведанных запасов сырья для реализации стратегии развития ЯТЭК. Стратегия включает в себя подготовку к реализации крупнейшего в России проекта по производству сжиженного природного газа «Якутский СПГ». Продолжая тему, ЕТЭК завершила второй сбор заявок на покупку своих облигаций. Объем выпуска составляет 5 миллиардов рублей, срок обращения облигаций 4 года. Размещение ценных бумаг на московской бирже вызвало высокий интерес со стороны инвесторов. В частности, величина спроса превысила первоначальный объем выпуска. Так, в общей сложности компания получила заявки на сумму 7 миллиардов 700 миллионов рублей, из которых 1 миллиард рублей со стороны частных интересантов. Отметим, что выпуск облигаций нацелен на финансирование инвестпрограммы. Денежные средства планируется направить на геологоразведочные работы, капитальное строительство для оптимизации разработки месторождений и создания резерва по добыче газа, а также на капремонт скважин и проекты по решению вопросов промышленной и экологической безопасности. Канадская компания Silverbeard Resources в 2020 году добыла почти 2 миллиона унций серебра в рамках мангазийского проекта в Кобяйском районе Якутии. Это на 22% превышает результат, добытый годом ранее. Как следует из отчета компании, рост вызван преимущественно 9% увеличением объемов переработки руды за счет полного ввода в эксплуатацию технологического оборудования для рентгеноабсорбционной сепарации.
Что касается выручки Silverberry Resources от продаж серебра, то она выросла в 2,5 раза и составила почти 52 миллиона канадских долларов. Такой результат обусловлен 22% ростом объемов реализации драгметалла, а также увеличением средней цены на серебро до $20 за унцию. Отметим, что Silverberry Resources через свою дочернюю компанию «Прогноз» владеет лицензиями на разработку ряда месторождений «Вертикальная», «Нижний Индыбал», «Северный» и «Южный Мангазейский» в Кобяйском районе Якутии. Общая площадь лицензированной территории составляет 550 квадратных километров. Разработка попегайского месторождения импактных алмазов, которое находится в Красноярском крае на границе с Якутией, даст мировой промышленности новое сырье. По мнению экспертов, оно будет востребовано в различных отраслях экономики, и ежегодный спрос на него может составить до 1 миллиарда карат. В настоящее время мировая промышленность использует природные, технические и искусственные алмазы. Скорость, с которой обрабатывают импактные алмазы, в 2–2,5 раза выше, чем у синтетических или природных технических алмазов. Их износостойкость выше от 3 до 6 раз, термоустойчивость выше на 250 градусов. Это позволяет использовать попегайские алмазы во многих современных высокотехнологичных направлениях, в том числе в обработке сверхтвердых металлов, сверхточной обработке мелких и оптических изделий, в электронике, оборонной промышленности, нефтедобыче, ракетостроении, машиностроении и медицине. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24. У меня на этом все. Сергей, тебе слово. Это была Ниргуяна Иванова с экономическим обзором. А мы идем далее и переходим к эпидобстановке в Якутии. За минувшие сутки на территории республики выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга по эпидситуации. На столицу республики приходится 15 случаев, сказала она. Также по 2 случая зарегистрировали в Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском районах. По 1 в Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Татинском, Тампонском, Чурапчинском районах. За сутки лаборатории республики провели 672 исследования на коронавирусную инфекцию. По состоянию на сегодня в республику поступило всего 110 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Получили первую вакцинацию 77 072 человека, в том числе за сутки 2226. Вторую вакцинацию прошли 53 541 человек, в том числе за сутки 2. Использовано около 70% от поступившей в республику вакцины. С поступлением векторовской вакцины появится возможность у лиц, которые являются лицами маломобильными, получить данную вакцину на дому, так как основное отличие векторовской вакцины от вакцины «Спутник» заключается именно как раз в условиях ее более лучшей транспортировки и нетребования для этого соответствующего холодильного оборудования. В связи с чем на настоящий момент охват лиц, которые маломобильны, у нас будет значительно больше, в том числе и по территории республики. Ленск превратился в большую стройку. Многоэтажные высотки, как грибы, растут на глазах у жителей. А связано это напрямую с реализацией программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ведь Ленск второй год после столицы республики по количеству расселяемой жилплощади. В самом эпицентре событий в одном из жилых кварталов находится сейчас наш корреспондент Анна Кожевникова. Анна, добрый день, передаю тебе слово. Добрый день, Сергей. Мы сейчас находимся в районе самой большой стройки в городе Ленске. Этот квартал получил в народе название «Рабочий», одноименно с улицей, с которой он граничит. Здесь уже построены и введены в эксплуатацию 7 домов. Некоторые из них в рамках реализации программы переселения, некоторые в рамках других муниципальных программ. Сейчас 2 дома. К сожалению, связь с нашим корреспондентом в Ленске прервалась. Более подробно о строительстве новых домов в городе мы расскажем чуть позже. А между тем в Благовещенске началось строительство первой в мире трансграничной канатной дороги из России в Китай. Каким будет будущий объект, об особенностях транспортного маршрута и насколько быстро можно переправиться, узнаем прямо сейчас.
Новый уникальный механизм, конечно, будет иметь технические особенности, но российских строителей трудностями не напугать. Особенности есть. Во-первых, нестандартное оборудование. Во-вторых, у нас между пролетами расстояние 800 метров, и вагончики у нас вместительностью 110 человек, да, будет очень большую нагрузку нести. Поэтому это первая в мире трансграничная канатная дорога. Ну и, конечно, так как ни разу нигде еще такие дороги не строились, будет много нюансов, но это уже будем по ходу строительства решать. Кабинки канатной дороги также будут оборудованы специальными отделениями для необходимого путешественникам скарба. У нас 110 человек, и плюс еще будет отсек для багажа. То есть по факту будет у нас 2 вагончика, маятниковая система. С той стороны китайской Хайхэ будет выдвигаться и нам навстречу, и с нашей стороны 2 вагончика друг навстречу другу, и будет пересекать границу в воздухе. В начале следующего года к строительству присоединится французская компания, которая займется работами по натягиванию канатов для будущей русско-китайской воздушной дороги. Да, у нас идет общение через WeChat, мы согласовываем все графики с нашей стороны, графики с их стороны. Еженедельно у нас проходят переговоры, да, для выстройки, для выстраивания работ, общей работы, чтобы никто не отставал и никто вперед не шел. Жители Благовещенска оптимистично смотрят на появление в их городе канатной дороги, которая соединит две страны друг с другом. Вполне положительно. Я думаю, только будет экономическая составляющая города от этого расти. Правильное решение. Согласно проекту, канатная дорога будет соединять Благовещенск и китайский город Хэйхэ маршрутом через реку Амур. Его протяженность составит более 970 метров. Канатная дорога будет состоять из 4 линий. Таким образом, с помощью нее попасть в соседние государства станет возможным за 6 минут. Окончание строительства намечено на вторую половину 2022 года. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток составит около 1 миллиона человек. Вероятно, будущая канатная дорога станет не только удобным средством передвижения, но и своего рода аттракционом, который позволит одновременно пересекать границу и любоваться живописными видами с высоты птичьего полета. Пепел, выброшенный вулканом на острове Сент-Винсент в Карибском море, засыпал города и дороги. Власти призывают жителей, не успевших покинуть свои дома с началом извержения, подготовиться к эвакуации. Сотрудники экстренных служб полагают, что ликвидация последствий займет продолжительное время. Вулкан Софриер на Карибском острове Сент-Винсент выбросил из жерла в пятницу столб дыма и облако измельченной породы на высоту до 10 километров. Оседая, пепел укутал толстым слоем дома, улицы, автомобили и растительность. Подземный рокот продолжается, что порождает опасения по поводу новых, более мощных извержений уже с потоками лавы. Софриер спал с 1979 года, а живых свидетелей катастрофы 1902, когда погибли более 1000 человек, уже не осталось. Накануне по настоянию властей эвакуировались 4500 жителей деревень, расположенных в опасной близости от горы. Оставшиеся готовятся покинуть свои дома, хотя и без особого желания, сказал сотрудник спасательной команды по имени Дерек. Поначалу было трудно иметь дело с теми, кто решил не трогаться с места, но большинство проявило сознательность, таких процентов 90. Его коллега Билл говорит, что в ближайшее время ничего хорошего ожидать не приходится. Мы тут народ по большей части сельский, и следующие 3 или 4 месяца будут для нас трудными. Я сам фермер и еле-еле свожу концы с концами, как и многие из тех, кого я знаю. В общем, вернуться к относительно нормальной жизни будет тяжело. Национальное управление Сент-Винсента и Гренадин по чрезвычайным ситуациям призывает граждан к осторожности. Опасность для органов дыхания представляет сильный запах серы. Правительство заявило, что ожидает научной оценки происходящего, чтобы спланировать дальнейшие меры. Продолжая мировые новости, незаконный промысел с помощью запрещенных сетей наносит непоправимый ущерб рыбным запасам северной части Индийского океана, заявляют активисты Greenpeace. По их наблюдениям, такой вид лова широко распространен в одной из самых уязвимых с точки зрения экологии акватории мира, рассказывает Сергей Берец. Экологическая экспедиция Greenpeace в течение 2 недель в феврале снимала работу браконьеров в северной части Индийского океана.
В районе, ограниченном 20 квадратными милями, защитники природы заметили 7 судов, которые вели промысел тунца с помощью дрифтерных, то есть свободно дрейфующих сетей. Эти орудия лова запрещены ООН еще 30 лет назад, но их незаконное использование продолжается и разоряет биосферу. На своих радарах активисты Greenpeace засекли еще 8 судов, чьи маневры не оставляли сомнений в том, что они также используют нелегальное снаряжение. В сети массово попадают акулы, скаты и другие представители морской фауны. Участник экспедиции Уилл Маккалум возглавляет океанское направление в британском отделении Greenpeace. Мы находимся посреди Индийского океана, а за нами иранское судно, которое вытягивает сеть длиной в 7 миль, больше 11 километров. Они не имеют права использовать сети свыше 2,5 километров. Вчера мы говорили с ними, и они спокойно подтвердили габариты. Сеть находилась в воде со вчерашнего вечера. Сегодня в ней полно тунца. Похоже, что попалась одна акула. Подождем и посмотрим, что там еще. Как рассказал Маккалум, он и его коллеги стали свидетелями браконьерского лова скатов. Дело было ночью. Промысловики направили на поверхность воды лучи стадионных прожекторов. Скаты устремлялись на свет и становились добычей. Это происходило в 800 километрах к востоку от побережья Сомали. По словам экологов, если не видеть все собственными глазами, трудно поверить в изощренность и масштабы браконьерства. В марте представители 30 стран обсуждали, как остановить сокращение запасов тунца в Индийском океане, но ни о чем не договорились. На август намечены переговоры о создании особо охраняемых морских акваторий, по примеру заповедников, существующих на суше. Египетские археологи открыли древний город, который скрывался под песками больше 3000 лет. Ученые считают это самым важным открытием со времен обнаружения гробницы Тутанхамона в 1922 году. Объект, обнаруженный археологами в сентябре прошлого года, получил название «Затерянный золотой город». Он относится к периоду правления Аменхотепа III, также использовался правителями Тутанхамоном и Эйе. Ученые предполагают, что объект может простираться на запад и север, и, возможно, это самый большой город, обнаруженный в Египте. Археологи обнаружили сохранившиеся улицы и дома утерянного в песках города. Также найдены скелеты, керамика, амулеты и другие древние артефакты. Мы сделали одно из самых важных открытий на западном берегу Луксора. Это самый большой найденный город. Он назывался Ослепительный Атон и относился к периоду правления царя Аменхотепа III. А также внутри города мы нашли 3 района и место для хранения мяса в 1937 году правления Аменхотепа III. Мы нашли его по названию храма Атона, который еще не был обнаружен. Мы также нашли описание, рассказывающее о вине из западной реки Иснимбаатры. Целая акция по спасению слоненка развернулась в Индии. Лесничие и пожарные пришли на помощь животному, который умудрился свалиться в колодец. В операции по спасению слоненка использовали даже экскаватор. Тяжелая техника потребовалась для успеха операции по спасению слоненка в сельском районе округа Майорбхандж на востоке Индии. Детеныш отбился от стада и упал в глубокий и узкий колодец. Егеря наняли экскаватор, пожарные предоставили лебедку из стропы, с помощью которой животное подняли на поверхность. Зрелище привлекло многочисленных наблюдателей. По словам главы лесоохранной службы Раби Нараяна Маханти, падение в колодец случилось ночью. Мы отслеживали передвижение слонов и были начеку. Как только узнали о происшествии, немедленно выехали на место. Хотя бог мудрости и благополучия с головой слона Ганеша – один из самых почитаемых в индуистском пантеоне, конфликты между гигантскими животными и людьми в Индии становятся все более частыми. Но когда слоны попадают в беду, двуногие стараются им помочь. Возвращаемся в наш регион, в частности в город Ленск. Наш корреспондент Анна Кожевникова расскажет о большой стройке в городе Ленске. Анна, передаю тебе слово. И еще раз добрый день, Сергей. Мы находимся все на той же большой стройке в городе Ленске. Здесь сейчас идет строительство 2 домов под программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Всего в Ленске 123 тысячи аварийного
123 тысячи квадратных метров аварийного жилья, это 229 домов и 2300 квартир. В этом квартале также построен новый детский сад на 315 мест. А в 2022 году начнется строительство школы на 900 мест. Один из самых застраиваемых районов города. В эти два дома будут переселены граждане по программе переселения ветхого и аварийного жилья из этапов 2020-2021 годов. Подробнее об этапах строительства и проблем, которые были связаны с пандемией, расскажет представитель строительной компании Максим Кукса. Добрый день. Сегодня ведется строительство у нас двух девятиэтажных домов по 64 квартиры каждый. Продолжаем строительство. В этом году, в октябре месяце, планируем их сдать. Получено сейчас у нас разрешение на новый объект за больницей. Там сейчас ведутся подготовительные работы. Площадку огородили, зачистили территорию. По планам там у нас два девятиэтажных дома, общее количество 168 квартир. Два дома у нас разбиты на два этапа. Предполагаемый ввод 22-23 год. Проблемы они с прошлого года у нас сохранились. Это завоз иностранной рабочей силы. Мы с марта прошлого года неоднократно обращались в центры занятости и Ленска, и Якутска, чтобы нам направили местные кадры для решения наших строительных проблем. Но, к сожалению, никого мы не получили. Сейчас маленько приоткрыли границы Российской Федерации. Потихоньку трудовые кадры подтягиваем. На каждом из объектов будет работать по 100 человек. Это дополнительные вакансии для ленчан. Два дома также будут построены за домом номер 26 по улице Портовской. Это тоже центр города. Вся застройка по программе переселения ведется именно в центре города. Это принципиальная позиция городской власти. Так, чтобы было удобно жителям. Особенно это подарок для жителей из отдаленных микрорайонов, которые будут расселены в рамках программы переселения. И опять же все коммуникации в центре города удобно подведены. Чего не скажешь об отдаленных микрорайонах, где возникают сложности с подачей горячей воды. В эти последние годы Ленск превратился в такую большую стройку. Сергей. Анна, спасибо за информацию. А мы идем далее. И чем знаменателен этот день, 12 апреля, в мире и, в частности, в нашей стране, расскажем в регулярной рубрике. Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики. Памятная дата посвящена первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Его полет длился 108 минут. По народному календарю, если сегодня мокро, то лето будет грибное. 12 апреля 1242 года войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. Битва вошла в историю как ледовое побоище. 12 апреля 1633 года в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Его обвинили в признании ложного учения Николая Коперника о том, что Солнце, а не Земля, находится в центре мира и что Земля движется вокруг Солнца. В 1861 году в этот день Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения. 12 апреля 1978 года была принята Конституция РСФСР, которой суждено было стать последней в истории РСФСР и первой в истории независимой России. 12 апреля 1823 года родился Александр Островский, русский драматург. В 1839 году в этот день появился на свет Николай Пржевальский, русский путешественник и натуралист. 12 апреля 1931 года родился Леонид Дербенев, советский поэт-песенник. В
1933 году 12 апреля родилась Монсеррат Кабалье, испанская оперная певица. 12 апреля 1949 года родился Юрий Куклачев, советский и российский артист цирка, клоун, народный артист РСФСР. В Якутии сегодня отмечают 75 лет со дня рождения Натальи Посельской, балетмейстера, хореографа, заслуженного работника культуры России и Якутии. Именины в этот день празднуют Захар и Иван. Вернемся к самому знаменательному событию дня. Ровно 60 лет назад человек впервые побывал в космосе. 12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» первым облетел Землю по орбите. Этот полет длился 108 минут и стал прорывом в освоении космического пространства. Первый космонавт стал мировой знаменитостью, досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза. В 1962 году был установлен День космонавтики. В 2011-м Генассамблея ООН учредила еще один праздник – Международный полет человека в космос. И сегодня с этим знаменательным днем прямо с Международной космической станции всех россиян поздравили российские космонавты. Дорогие друзья, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Ровно 60 лет назад, 12 апреля, произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории. Космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет. А человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин, наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета. Наши ученые-конструкторы продемонстрировали тогда неоспоримое превосходство отечественных технологий и сделали нас первой космической державой. А легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей, для нас в том числе. Друзья, в этот день мы хотим поздравить всех с этим праздником и юбилеем. Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной. Еще раз с праздником, с Днем космонавтики. От имени руководства республики с юбилеем первого полета человека в космос жителей региона поздравил глава Якутии Айсан Николаев. Нашу республику с космонавтикой связывает многое. Замечательными друзьями якутян являются летчики-космонавты. Герой России Олег Кононенко, прославивший Якутию на весь мир, исполнив мелодию на якутском хомусе и прочитав стихи Алексея Кулаковского «В космосе». Федор Юрчихин, доставивший флаг города Якутска на Международную космическую станцию. Роман Романенко, вносящий большой вклад в патриотическое воспитание молодежи республики, говорится в поздравлении главы. А с 24 по 27 апреля 20 победителей и призеров Олимпиады «Старт в космос» из 7 улусов Якутии и города Нерюнгри отправятся в поездку в город Циолковский Амурской области. На космодроме «Восточный» они смогут наблюдать за пуском ракеты-носителя «Союз» с космическими аппаратами компании OneWeb. Кроме этого, победители и призеры Олимпиады будут приглашены летом этого года на профильную смену лагеря Амгинского лицея, а в декабре на образовательную программу в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке Московской области. Съемочная группа нашего телеканала в преддверии праздника посетила родные места первого космонавта, пообщалась с его родственниками, узнала, как связаны Якутия и Гагарин, а также выяснила, какие тайны скрывались под грифом «Секретно» больше полувека. Все подробности у Максима Кардозова. Мы находимся в Смоленской области, на родине первого космонавта. Это дом, в котором родился Юрий Гагарин. А во дворе здесь находится памятник матери первого человека, который полетел в космос, Анне Тимофеевне Гагариной. И только представьте себе, это подарок от якутян. Памятник установили в городе Гагарин ровно 20 лет назад по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. В 2000 году с рабочим визитом он оказался на родине знаменитого космонавта и искренне удивился, что память о матери Юрия Гагарина никак не увековечена, и предложил свою помощь администрации. А мы тогда формировали у себя в родине культ матери, потому что наш народ испокон веков всегда уважительно относился к матери, женщине. И мы не случайно первой в России установили праздник всенародный, День матери. По просьбе Михаила Николаева в Гагарин приехал известный якутский скульптор Эдуард Пахомов. Он внимательно изучил семейные архивы Гагариных и создал эскиз будущего памятника.
Торжественное открытие мемориала состоялось в 40-летнюю годовщину первого полета человека в космос. И вот когда сбросили покрывало, вы знаете, вот у меня пошли мурашки по коже. Эдуард, он не только вот схватил черты лица Анны Тимофеевны, он передал ее характер. Ее этот взгляд теплый, так вот как можно в бронзе передать теплый взгляд? Вот как? Но он это сумел. Памятник матери Гагарина стал неотъемлемой частью местного туристического маршрута, а гости в этих местах бывают часто. Здесь расположено сразу несколько музеев, все они связаны с космонавтикой. Это музей первого полета человека на орбиту. Здесь в подробностях можно узнать о подготовке Гагарина к миссии. Это настоящая сурдобарокамера, которая использовалась при подготовке первых космонавтов. В таком замкнутом пространстве человек должен находиться от 10 до 15 суток, полностью отрезанный от внешнего мира. Здесь проверялось нервно-психологическое состояние будущего космонавта, пилота, ведь действительно человек должен оказаться в космосе один на один с собой. С момента полета Гагарина прошло 60 лет, и сегодня рассекречены документы, рассказывающие о деталях той миссии. Дело в том, что космонавту пришлось столкнуться с несколькими серьезными внештатными ситуациями, которые могли закончиться трагедией. Причем все пошло не по плану с самого начала. А ввиду того, что двигатель второй ступени сработал на несколько секунд дольше, корабль Гагарина был выведен на орбиту на 100 километров еще выше. И поэтому траектория полета изменилась. Все были очень обеспокоены этим. Уже когда полет закончился, сработала тормозная двигательная установка, и она должна была отделиться от самого космического корабля. Но прошла минута, вторая, третье отделение не происходило. Началась сильная закрутка корабля. С историей первого полета к звездам в этом году смогут познакомиться и якутские школьники, участники Олимпиады «Старт в космос». В рамках образовательной программы они посетят звездный городок в Королеве, пообщаются с настоящими космонавтами и обязательно приедут в Гагарин, чтобы из первых уст услышать невероятную историю начала покорения Вселенной. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Джур Березкин, Смоленская область. В поселке Нижний Курана Халданского района, родившегося четвертым ребенком в семье сына, назвали необычным именем «Космос». Примечательно, что все дети в семье имеют необычные имена. Это Дарина, Слава, Олимп и вот теперь Космос. Он должен был родиться в апреле, но чуть поторопился, а родился 21 марта. По словам отца семейства, он всегда хотел, чтобы его дети были особенными, в том числе и по именам. У меня 4 детей, 2 дочери и 2 сына. Одну зовут Дарина, другую Слава. Также сыновей зовут Олимп, и новорожденного мы назвали Космос. В связи с чем его назвали, потому что это, по моему мнению, редкое имя. И для меня оно очень красивое. Отряду юноармейцев имени Героя Советского Союза, выдающегося полярного летчика Михаила Водопьянова на базе информационно-технологического лицея номер 24 в Нерюнгри чуть больше года. Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов. К Дню космонавтики юноармейцы организовали несколько мероприятий и акций. Об этом расскажет наш корреспондент Екатерина Павлова, которая находится с нами на прямой связи. Екатерина, добрый день, передаю тебе слово. Приветствую, Сергей. Сегодня «Юноармия» – это ведущее военно-патриотическое молодежное общественное объединение, в котором ребята активно участвуют в мероприятиях и акциях, посвященных памятным датам и праздникам. А так как нерюнгринские лицеисты в отряде юноармейцев изучают как раз космос, ракеты, авиации, то, конечно же, День космонавтики для них особенная дата. В связи с этим ребята провели акцию всероссийскую, приняли участие в ней, которая называется «Космическая открытка». Ребята раздавали прохожим праздничные буклеты и просили ответить на вопросы, связанные с биографией Юрия Гагарина. Каждый из опрошенных в итоге получил в подарок тематический праздничный буклет. Также в своей родной школе ИТЛ-24 ребята тоже подготовились к этому празднику. Что именно здесь было организовано, нам расскажет ученица 6 Б ИТЛ номер 24 Карина Коровко. Мы, кандидаты в юноармейский отряд, вышли
воздушно-космических сил имени Михаила Васильевича Водопьянова вышли с идеей провести конкурс рисунков среди младших начальных классов, посвященный 60-летию полета человека в космос. А также решили реализовать проект совместно с родителями по изготовлению тантаморесок «Космический герой». Эта идея очень быстро заинтересовала всех ребят. Спасибо, Карина. Также 1 и 2 апреля на базе ИТЛ-24 прошла Всероссийская олимпиада «Старт в космос», в которой приняли участие школьники 8-10 классов и юноармейцы. В течение 2 дней дистанционно ребята решали тестовые задания по математике, физике, истории и английскому языку. С результатами олимпиады нас ознакомит куратор юноармейского движения ИТЛ номер 24 Елена Викулина. Здравствуйте. Да, на самом деле Олимпиада прошла и показала замечательные результаты. От нашего лицея выступало более 50 учащихся, и следует отметить, что наши ребята показали лучшие результаты. Наши ребята, 28 человек целых из 50, стали призерами и победителями, и 4 из них приглашают 24 апреля на космодром «Восточный» понаблюдать за запуском ракеты с космическим оборудованием. Спасибо большое. И, пользуясь случаем, мы хотим поздравить всех телезрителей с 60-летием полета первого человека в космос. И по праву гордимся, что это случилось в нашей стране. Сергей. Катя, спасибо. Мы присоединяемся к поздравлениям. Это была Екатерина Павлова, и она рассказала о том, как юноармейцы отметили юбилей полета человека в космос. Воздушная гавань столицы республики вернулась в штатный режим работы. После непогоды аэропорт Якутск заработал после сильного снегопада, прошедшего в выходные. Службы аэропорта эти 2 дня работали в круглосуточном усиленном режиме. Взлетно-посадочная полоса полностью расчищена от снега и готова принимать и отправлять воздушные суда, говорится в сообщении. В частности, уже прибыли рейсы, перенесенные ранее из-за непогоды. Сильный снегопад прошел в Якутске 10 и 11 апреля. Из-за условий были задержаны 5 рейсов. Работала без остановки техника и в самом Якутске. За ночь с улиц города вывезли 2000 кубометров снега. Кроме того, из-за аномального снегопада в столице ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев. Сейчас работает вся имеющаяся в наличии дорожная техника Якутдорстроя. Снега за 2 суток выпало в несколько раз больше нормы. Это серьезное испытание для дорожных служб и общественного транспорта. Для координации работы имеющихся ресурсов временно введен режим повышенной готовности, сообщил Григорьев. Он отметил, что работы ведут в 3 смены. В мэрии Якутска сообщили, что к работе привлекается 4 грейдера, 12 поливомоечных машин, переоборудованных для уборки снега. Также 6 самосвалов и 4 машины для посыпки дорог. Тем временем открыто движение на автодорогах Кабяй и Сангар для всех видов транспорта. Таким образом, с улучшением погоды с 12 апреля разрешен проезд по автомобильным дорогам Сангар, Сите, Батамай-Булус в Кабяйском и Инамском районах, а также на дороге Асама, Бяскюэль, Кабяй-Сангар с подъездом к аэропорту в Кабяйском Улусе. Жительница алмазной столицы оформила крупный кредит и перевела на счет мошенников более 500 000 рублей. От дальнейших операций ее спасла защита банка. Более подробное происшествие расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров в рубрике ЧП. Дима, приветствую, ждем от тебя подробностей. Сергей, здравствуй. 49-летняя жительница города Мирный получила звонок от незнакомого номера, где ей сообщили, что на ее имя попытались оформить кредит. И для того, чтобы пересечь противоправные действия, ей предложили оформить кредит и перевести все заемные средства на другой счет. Не сомневаясь в правдивости слов незнакомцев, потерпевшая оформила через мобильный банк кредит на сумму 4 998 000 рублей и даже успела перевести аферистам 502 500 рублей, после чего банк, посчитав данные операции сомнительными, заблокировал ее карту. Здравствуйте, в эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров.
По факту обращения в медучреждение Аймяконского района 32-летнего уроженца Намцев с дробовым ранением в Височной области проводится проверка. По предварительным данным, пострадавший распивал спиртные напитки в компании общих знакомых в селе Аймякон, в ходе которого возникла потасовка между его приятелем и 24-летним местным жителем, который впоследствии выстрелил из ружья в микроавтобус Toyota Heights, внутри которого на пассажирском сидении находился потерпевший. В настоящий момент подозреваемый задержан сотрудниками полиции. У него изъято охотничье ружье, зарегистрированное на отца. Состояние пострадавшего стабильное, он получил необходимую медицинскую помощь. По данному факту сейчас проводятся следственные действия. В ходе проверки будут установлены все причины и обстоятельства происшествия, передает пресс-служба регионального МВД. В Мегино-Кангаласском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки. Так, по версии следствия, в марте этого года в селе Майя инспектором ДПС было установлено транспортное средство с погруженной крупногабаритной специальной техникой, транспортировка которой осуществлялась без специального разрешения. В момент составления инспектором протокола о нарушении обвиняемый, который сопровождал большой груз на другом легковом автомобиле, предложил сотруднику взятку в размере 20 тысяч рублей. Однако инспектор ДПС переданные ему в качестве взятки деньги не принял и вызвал следственную группу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд прокурором в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура города Якутска в целях противодействия незаконному завышению цен провела проверку исполнения законодательства о ценообразовании на основные продовольственные товары. Осуществлены проверочные мероприятия в 20 магазинах города. Факты необоснованного завышения цен установлены в деятельности 18 торговых предприятий. Так, нарушение порядка ценообразования выявлены на такие товары, как детское питание, мука, соль, молоко, чай, масло сливочное, макаронные изделия и прочее. По выявленным нарушениям прокуратурой города в отношении виновных лиц возбуждены административные дела. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры города. А теперь о происшествиях из-за пределы региона. Так, в башкирском селе затопило 78 домов. МЧС в воскресенье распространила кадры из затопленного села Азнаево к югу от Уфы. Река Уяза вышла из берегов и затопила улицы и дома в селе. Пострадали 78 придомовых территорий, эвакуированы 11 человек. Как видно на кадрах из села, спасатели также эвакуировали около десятка коз из затопленного сарая. И их на лодках вывозят в безопасность место. Для эвакуации местных жителей подготовили 2 школы. При необходимости они смогут принять до 300 человек. О пострадавших не сообщается. Во Франции тысячи согревающих свечей зажгли на виноградниках в Постпермуфа в Сент-Абене, Бургундия. Данные меры были приняты из-за необычно холодного апреля в Центральной Европе. Однако, несмотря на все предпринятые меры, урожаю винограда уже нанесен урон. Министр сельского хозяйства Жюльен Дерманди заявил, что будет объявлена сельскохозяйственная катастрофа. Это может помочь фермерам получить налоговые отсрочки и помощь страховых компаний. А в Санкт-Петербурге спасатели выловили детеныша серого тюленя, случайно заплывшего в каналы Петербурга. Беглец скрывался от представителей фонда друзей Балтийской нерпы несколько дней и переплывал из канала в канал. В субботу спасателям удалось поймать нерпенка в районе канала Крюково. По информации фонда, исхудавший тюлененок был замечен в пятницу около рукотворного острова Новая Голландия. Пользователи социальных сетей предложили назвать малыша Крюком в честь названия канала, где его и спасли. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире. Дмитрий, спасибо. Обзор чрезвычайных происшествий представил мой коллега Дмитрий Темыров. Теперь о спорте. Якутский борец стал бронзовым призером азиатского лицензионного турнира в Алматы. Проиграв в четвертьфинале монголу со счетом 2-8, Ая Лазарев победил борца из Пакистана. А в схватке за 3-е место победа нашему борцу была присуждена ввиду травмы соперника. Последний шанс взять путевку на Олимпиаду – это мировой лицензионный турнир. Он пройдет в Болгарии в мае. Российские тэквондисты заняли 1-е место в медальном зачете чемпионата Европы. Детали знает Власий Сергеев. Власий, приветствую. Сколько наград в активе российской команды и как выглядит тройка лидеров зачета? Сергей, здравствуй. Россияне завоевали 10 медалей, в том числе 4 золотые награды. Вторыми стали представители сборной Хорватии, у которых 3 золота. Тройку лидеров замкнули испанцы. У них 1 золотая медаль.
Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Сборная России по тэквондо заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы, который завершился в Болгарии. Россияне записали на свой счет 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Награды высшего достоинства в копилку команды принесли Сармат Сакоев, Максим Храмцов, Юрий Кириченко и Татьяна Кудашова. Второе место в медальном зачете заняла сборная Хорватии. На третьей строке турнир завершила команда Испании. Следующий чемпионат Европы по тэквондо пройдет в Великобритании в 2022 году. Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира женской теннисной ассоциации, который прошел в американском Чарльстоне. В финале соревнования она обыграла черногорку Данку Ковинич со счетом 6-4, 6-2. Отметим, что российская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. В данный момент Кудерметова занимает 38 место в рейтинге ассоциации. На стартах серии «Большого шлема» ее лучшим результатом является выход в третий круг открытых чемпионатов Франции и Австралии. Футболисты Реала одержали победу над Барселоной в центральном матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 2-1. В составе хозяев поля результативными ударами отметились Карим Бензема и Тони Кросс. Единственный мяч проигравших забил Оскар Мингеса. Отметим, что сливочные во второй раз обыграли каталонцев в текущем розыгрыше премьеры. Всего в активе Реала 98 побед в Эль-Классико против 96 выигрышей у сине-гранатовых. Мадридцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей. Они занимают второе место, набрав 66 очков. Барселона идет на третьей строке, имея в активе 65 пунктов. Российский голкипер Тампы Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. В победном матче против Нэшвилла, который завершился со счетом 3-0, вратарь отразил 36 бросков. Этот матч стал четвертым в текущем сезоне, когда вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности. Всего на счету Василевского 25 игр на 0 в карьере. Его команда занимает второе место в турнирной таблице центрального дивизиона, набрав 45 очков после 42 игр. В следующем матче лиги Тампа вновь сыграет с Нэшвиллом. Встреча состоится 14 апреля. Перейдем к событиям якутского спорта. Степанида Артахинова в составе сборной России завоевала бронзовую медаль Гран-при Европы по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Турции. Якутянка победила в 3 стартовых спаррингах и вышла в полуфинал турнира, где уступила своей соотечественнице Арине Черкезовой. В борьбе за бронзовую награду она выиграла у россиянки Виктории Бальжановой со счетом 139-136. Напомним, Артахинова является заслуженным мастером спорта, победительницей чемпионатов России, Европы и мира, а также бронзовой призеркой Олимпийских игр в Лондоне. Якутский вратарь мини-футбольного клуба ЛКС Никита Евтушенко признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Высшей лиги России против Ростова по версии болельщиков клуба. Голосование прошло в социальных сетях. Страж ворот набрал 33% голосов. Данная встреча завершилась со счетом 4-4 во многом благодаря надежной игре Евтушенко. Однако по сумме 2 игр в четвертьфинал турнира прошел Ростов, одержавший победу в первом матче. Отметим, что якутянин в текущем сезоне не только отводил угрозу от своих ворот, но и отличался забитыми мячами. В 18 матчах на его счету 2 результативных удара. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Спасибо. О свежих новостях из спортивного мира нам поведал Власий Сергеев. Страсть к экстремальному активному отдыху пенсионер Павел Конев не утратил даже в свои 67, уже более 20 лет. Спортсмен-любитель мастерит доски для катания из простой фанеры, а потом проверяет их пригодность на склонах. По словам мужчины, сноубордингом он увлекся относительно недавно, а раньше же всегда отдавал предпочтение лыжам. Чтобы не тратить большие суммы на профессиональное оборудование, решил все сделать сам, включая экипировку для катания. Особое внимание Павел уделяет креплениям, мастерит специальные замки-ключи с использованием не менее 20 саморезов. Всего же на подготовку такой доски у спортсмена уходит целое лето. Другой важный аспект в катании – регулярность тренировок. В своем возрасте Павел занимается не реже 4 раз в неделю и признается, что больше всего любит скоростные спуски и трюки с вращением. Когда вся жизнь – это балет. Сегодня заслуженному работнику культуры России и Якутии, балерине, основателю, директору и художественному руководителю Якутского хореографического училища Наталье Посельской исполнилось бы 75 лет.
В память о легенде якутского балета в столице республики запланировано множество различных мероприятий. Сейчас с нами на прямой связи находится наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Мы узнаем у него, какие события могут посетить поклонники творчества Натальи Посельской и любители балетного искусства. Здравствуйте, Сергей. Мы находимся вот как раз-таки в том самом училище, основателем которого и является Наталья Семеновна. Как вы видите, здесь очень много портретов висит в ее память. На сегодняшний день здесь обучается 100 талантливых ребят с разных уголков нашей замечательной республики. А выпускники данного училища, они востребованы не только у нас в республике, но также в целом в России, но и также в других странах. Также хотелось бы отметить некоторые факты биографии Натальи Семеновны. Она родилась в 1946 году, в 1965-м окончила Новосибирское государственное хореографическое училище с красным дипломом по специальности артист балета. По окончании училища сразу поступила в балетную труппу Якутского музыкального драматического театра имени Платона Аюнского. С 1965 по 1988 год она там проработала артисткой, исполняла ведущие и главные сольные партии. Вот, и как раз таки о спектаклях, вот, как вы видите, здесь находится концертный зал в память о Наталье Семеновне. Здесь готовится детская постановка. Мы сейчас посмотрим, как она проходит. Вот, как вы можете видеть, здесь находится у нас Екатерина. Она является выпускницей Натальи Семеновны и по совместительству постановщиком данного спектакля. Мы сейчас с ней познакомимся, узнаем у нее некоторые подробности. Здравствуйте, Екатерина. Расскажите, почему в память о Наталье Семеновне выбран именно данный спектакль? Вот. Здравствуйте. Вы знаете, Наталья Семеновна всегда мечтала о детском балете. И не только о детском балете, а именно о нашем национальном балете. Чтобы в нем принимали участие учащиеся нашей балетной школы. И нам очень захотелось осуществить ее мечту. И мы сделали этот балет таким, знаете, большим полотном. Он у нас идет в 2 актах. Проведена огромная большая работа. Начали мы работать над ним с 2019 года. К сожалению, из-за пандемии у нас был такой довольно-таки большой перерыв, после чего еще пришлось нам возобновлять по новой наш балет. Но мы сейчас уже на финишной прямой и готовы показать нашим дорогим зрителям наши труды и старания. Скажите, вот мы знаем о том, что в память о Наталье Семеновне сегодня запланировано очень множество различных мероприятий. Знаем, что было возложение цветов. Расскажите, что было утром и в целом как прошло возложение и что было? Да, сегодня было с утра возложение цветов к мемориальной доске Натальи Семеновне. Прошло все очень хорошо, тепло. Были близкие, родные, выпускники, учащиеся, коллеги, все те, кто уважают и чтят ее память. Скажите, вот какие еще мероприятия в ближайшее время пройдут, вот, связанные с Натальей Семеновной? Сегодня прошло открытие выставки о жизни и творчестве Натальи Семеновны, который будет еще целый месяц работать, и каждый желающий может ее посетить. Это исторический парк «Россия. Моя история». Скажите, вот такой еще вопрос. Какой Наталья Семеновна была в жизни? Вот вы ее не понаслышке знаете, поэтому можно было бы узнать некоторые подробности, какой она была. Да, конечно. Это была очень яркая, сильная женщина с невероятной энергией. Для нас, учеников, она была, конечно же, строгим, но очень справедливым, заботливым, любящим человеком, педагогом, директором. Человек с большой буквы.
Ну, спасибо, Екатерина. Также хотелось бы отметить, что вот действительно имя Натальи Семеновны, оно вошло в энциклопедию лучших людей России. Действительно, она в балет, она вложила свой труд, всю себя в искусство. И также хотелось бы отметить, что сегодня также пройдет видеофильм на телеканале НВК «Саха» в 17:30, который называется «Космос Натальи Посельской». Он будет показан к 75-летию, к ее юбилею. Так что не пропустите, обязательно смотрите. Ну, на этом у меня все. Мы будем держать вас в курсе событий. Спасибо. Леша, спасибо за информацию. Сейчас немного подробнее о выставке. Действительно, в честь выдающейся балерины сегодня в парке «Россия. Моя история» открыли выставку под названием «Космос» Натальи Посельской. Выставка рассказывает о ее творчестве. Кроме того, на суд зрителей выставлен костюм, в котором Наталья Семеновна выступила в роли Мирты в партии «Жизель». А также на выставке представлена частная коллекция статуэток балерин, которые она собирала в течение всей своей жизни. Детство отдельно показано, учеба в Новосибирском училище. Она раскрыта как балерина, годы работы в театре, как педагог. Она раскрыта здесь как ученый, как руководитель. Она очень разносторонним человеком была, поэтому мы попытались вместе с музеем раскрыть ее со всех сторон. Выставка простоит здесь месяц, поэтому приглашаем всех жителей, гостей Якутска посетить интересную выставку о жизни, творчестве Натальи Семеновны. И в завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня минус 8 градусов, идет снег, вечером минус 11, а ночью минус 15. Слабый северо-западный ветер до 3 метров в секунду. В Нерюнгри облачно, ночью возможен снег, днем минус 9 градусов. Ветер северо-западный в порывах от 3 до 8 метров в секунду. Вечером немного похолодает до минус 13, ночью минус 16. В Ленске переменная облачность, тепло, минус 2 градуса днем. К вечеру столбики термометра опустятся до минус 9. Ночью еще холоднее, минус 14. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. В алмазной столице сегодня солнечно, в Мирном минус 2, ветер северо-восточный до 11 метров в секунду. Вечером похолодает до минус 10, а ночью столбики термометров опустятся до минус 13. И в столице республики после снежных выходных облачно. В Якутске днем минус 4 градуса, однако ночью столбики термометра опустятся до минус 15. Слабый северный ветер 1-2 метра в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 43%. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо, что смотрели нас в течение этого часа. Помните о безопасности, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.